году делегаты со всех улусов нашего края пришли к мнению, что нужно в Якутии организовать республику. Был принят специальный манифест, и вот этот документ был отправлен в Москву, что Якутия, она вот хочет организовать у себя в крае республику. Это волеизъявление якутского народа было поддержано Москвой, именно Владимиром Ильичем Лениным, тогда руководителем российского государства. И в 1922 году, 27 апреля, был подписан документ об образовании Якутской автономной очень большую социалистической республики. В судьбах нашего края. Подписание была остановлена кровопролитная гражданская война, и народ приступил к мирной жизни. За короткое время были образованы большое количество школ, население сплошь стало грамотным, были образованы колхозы, и люди, включая коллективные эти хозяйства, совместно начали разрабатывать земли, разводить в большом количестве скот. В общем, до Великой Отечественной войны республика начала развиваться семимильными шагами, можно сказать. Была основана и бурно начала развиваться алданская золотодобывающая промышленность, речной транспорт, самолеты начали летать. Даже начато было строительство Байкало-Амурской магистрали, и оно практически было доведено до границ Якутии, Южной Якутии. Но с началом войны военная необходимость потребовала того, что эти рельсы были разобраны и были отправлены на запад, на воюющий фронт. Ну, таким образом, я вам вкратце рассказал об образовании Якутии. Ну, сейчас я хочу немножко рассказать о журнале, который я возглавляю, «Полярная звезда», как вы видите. Это старейший журнал, один из старейших журналов нашей республики. Выходит 1956 года на русском языке, а на якутском языке «Чолбон». Раньше и якутский вариант, и русский вариант выпускались одной редакцией. А вот 1956 года «Полярная звезда» – это самостоятельный журнал и выходит на русском языке. И связано это с тем, что кроме той, вот, о чем я сказал, золотодобывающей промышленности, в Якутии стали добывать алмазы. Алмазодобывающая промышленность, вот становой хребет, можно сказать, нашей экономики Якутии. И геологи, которые вот искали полезные ископаемые, очень такие люди романтичные, романтики. Среди них очень много поэтов, певцов, можно сказать, да, людей, одаренных творчеством, художников. И они
конечно, нуждались, чтобы в нашем крае, в Якутии, был свой художественный журнал на русском языке. И этим журналом стала «Полярная звезда». И вот уже 65 лет наш журнал выходит. Раньше, в советское время, он распространялся по всему советскому северу. К сожалению, вот с распадом Советского Союза наш журнал больше всего, конечно, выписывается только в Якутии. В нашем журнале публикуются не только художественные рассказы, повести, поэзия и драмы, да. В нашем журнале очень много материалов по краеведению, об истории края, о знаменательных людях Якутии, таких замечательных, и приключения могут быть, какие случались в истории нашего края. И поэтому наш журнал очень интересно читать. Это, можно сказать, без хвастовства, замечательный, такой читабельный журнал. Вот поэтому наш журнал распространяется, например, в авиалиниях, на рейсах. Авиакомпания «Полярная авиалиния» является практически бортовым журналом этой авиакомпании, которая вот этой полярной авиалинии имеет рейсы по всему северу Якутии. И люди с интересом читают наш журнал. И дети тоже, потому что в нашем журнале имеется такая рубрика «Полярная звездочка». Также наш журнал сотрудничает с детским журналом «Колокольчик». И мы их материалы публикуем также у себя, и они, вот то, что пишут наши авторы для детей, в «Колокольчике» также публикуется. Еще хотел бы сказать, что есть издательство «Кескил». Они с этого года начали именно для детей вашего возраста, вот для подростков, да, выпускать журнал «Юность Севера». Очень интересный журнал. Там материалы по всем, можно сказать, отраслям жизни. От, скажем, компьютеров до космоса, от микроорганизмов до самых больших животных, скажем, или исторические события, начиная с первобытных людей до, скажем, ну, до нынешних времен истории нашей страны или каких-нибудь чудес, там, гоминоидов каких-нибудь, или вообще самые разные материалы публикуются. Вот я рекомендую. Ага. Сейчас так, по времени могу перейти уже к своей книжке. 21 рассказ о Якутии, да. Это основу этой книжки, это по истории рассказы, составляют как раз большинство, ну, половина рассказы, опубликованные в журнале «Колокольчик». Это рассказы именно по истории Якутии. Так, почему я взялся за это дело, да? Мне кажется, что по истории Якутии, чтобы для детей было, чтобы дети читали, они с малых лет, с маленьких лет, чтобы интересовались историей родного края. Таких книжек у нас не очень много. Чего больше для взрослых людей, которые дети, не все дети поймут. Там нет хороших иллюстраций, бывает. Все написано таким научным языком для ученых, да. Поэтому я вот подумал, что нашим детям нужны такие занимательные рассказы глубоких таких времен нашего края. И я начал свой рассказ в книге прямо как образовалась река Лена, как образовались Ленские столбы, например. Мы это хорошо уже знаем, да, у нас есть такие
природная вот гордость наша, Ленские столбы. Или вот река Лена, великая река, одна из величайших рек в мире, самая длинная река в России, длиной 4400 километров, одна из самых полноводных. Оказывается, 400 тысяч лет назад реки Лены как таковой не было, а были несколько таких рек, текущих параллельно друг другу. И потом они вот потихоньку стали объединяться, как бы обрушивая, унося в океан берега между собой. И в конце концов образовалась такая великая вот единая река Лена. И на пути вод реки Лены стали только Ленские столбы, которые вот сохранились до сих пор, и их река не смогла унести в океан. Вот такое вот геологическое явление, можно сказать. А также, ну, потом уже я перехожу к истории, так сказать, народа, да. Сначала это по природе, как образовалась река. Ну, самыми первыми, как сказать, первопредками нашего народа Саха являются, как известно, Омогой Бай и Эллей Ботур. Я в своем рассказе описал события, как впервые прибыл на Лену Омогой Бай, а потом Эллей Ботур. И там, если прочитать, у них у каждого своя занимательная история, как они появились здесь, как они обустраивали свою жизнь, их взаимоотношения. Вот, например, Эллей Ботур, он прибыл на Лену после Омогой Бая. Это был молодой человек, он был иной национальности человек, чем Омогой Бай. Но языки были похожие, они друг друга поняли. Эллей был очень хороший работник, и он приглянулся Омогой Баю, и он даже предложил одну из своих дочерей в жены ему. Он думал, что Эллей Ботур выберет его младшую красивую дочь, избалованную. Но Эллей Ботур, наоборот, так получилось, что избрал своей женой некрасивую, но работящую дочь Омогой Бая. Это не понравилось Омогой Баю, он молодых выгнал, и они обосновались. Там Омогой Бай жил возле озера Сайсары, вот где, скажем, примерно 69-й квартал или где примерно 31-я школа, да? Где-то в этих местах он жил. А выгнанные им Эллей Ботур и его жена, дочь Омогой Бая, поселились где-то в районе Мархи, можно сказать, или чуть дальше, в районе Жатая. Вот там они жили. И Эллей Ботур там устроил первый исэх. Вот почему Исхатын, вот где городской исэх бывает, да, до сих пор является местом самого нашего большого исэха, известного уже во всем мире, городского исэха, исэх Таймады, да. Вы же бывали, дети, на исэхах, да, здесь в городе? Ну вот, этот исэх самым первым устроил Эллей Ботур. Незапамятные времена. Это даже сейчас сосчитать трудно, в каком это веке, наверное, где-то в 12 или 13 столетии. Вот. Ну, с тех пор, как пошло, их дети стали родоначальниками всех наших улусов, вот, Намского, Усталданского, Медино-Кангаласского, Хангаласского, Чурапчинского, Таптинского, Амгинского,
всех вилюйских, Нюрбинского, Вилюйского, Сентарского, вот, ага. Вот они являются Эллей Ботр и Амугой Бай нашими предками. Вот почему их имена сохранились в памяти народа Саха, как наши самые первые люди, которые вот обосновались здесь. Еще ну, тут у меня про Чучуна есть рассказ, например. Чучуна – это, как сказать, снежный человек, да, обитающий в горах. Многие считают, что в наших Верхоянских горах могут быть до сих пор Чучуна. Но это такое таинственное существо, которое вот, его тайну до сих пор никак не могут раскрыть ни ученые, ни, скажем, ни охотники, ни оленеводы, ни коневоды, которые вот там бывают на севере. Про Сесена Ржакова я рассказал. Вот хочу маленько остановиться на Василии Манчары. Да? Вот все знаем. Ага. Василий Манчары, который выступал против богачей, но как бы он раздавал богатство этих людей бедным. Он считал, что они обогащаются за счет труда простого народа. Но по-разному сейчас относятся к Василию Манчару. Многие считают, что это разбойник, кто-то считает благородный разбойник. Но на самом деле это человек трудной судьбы. Его, когда он еще был мальчиком, 10 лет, у него отец умер, и они остались сиротами. Его дядя Чочо был такой очень суровый человек. Он за маленькую провинность наказал Манчары, и тем самым обозлился мальчик на него и стал всякое ему, ну, плохое ему делать. Сено сжег там. И за это Чача отправил его в тюрьму. И Манчары несколько раз сбегал оттуда. И каждый раз он, приезжая в Якутию, отбирал у богатых их имущество и раздавал бедным людям. И таким образом он сохранился в памяти народа как такой благородный разбойник, справедливый человек, который выступал в защиту бедных людей. Но на самом деле, я думаю, судьба у Манчары сложилась, потому что таким образом, что и Чочо был такой невнимательный к своему племяннику, да и сам Манчары оказался таким непослушным мальчиком. Он мог бы внять советом своего дяди, какой бы он суровый ни был, так как он же взрослый человек, но они пошли вот таким образом друг против друга, и это отразилось на них обоих очень плохо. Это говорит о том, что и младшие члены семьи, и старшие члены семьи всегда должны быть внимательны друг к другу, должны слушать дети старших, а старшие должны быть внимательны к детям, как говорится, да? Спасибо большое, Владислав Семенович. Ага.